Еще год назад семья жителя села Чонгдалы Азата Байсабаева не имела постоянного доступа к чистой питьевой воде. По словам сельчанина, вода поступала с частыми перебоями, а в водопроводе был слабый напор. Эта проблема была решена благодаря проекту по реабилитации системы водоснабжения. Теперь более 1200 жителей получают питьевую воду. Раньше из-за плохого напора было тяжело принимать простой душ. В селе некоторые жители пользовались водой для полива. Из-за этого были проблемы с напором. Сейчас напор хороший, на воду установлены счетчики. Проект реализуется при помощи Агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС). В целом, в селе Чонгдалы было реабилитировано существующее оборудование для водоснабжения, установлены глубинные насосы, а также отремонтированы резервуары и распределительные сети. Система водоснабжения была старой, трубы ржавые. Состояние в целом было аварийное. Начиная с января прошлого года мы обеспечиваем чистой водой все село. В общей сложности было потрачено 15 миллионов сомов на ремонт и новое оборудование. Проект предусматривает и постоянный контроль качества воды. Оно проверяется каждые 10 дней в специальной лаборатории. В построенной хлораторной контролируется уровень дозировки хлора. Хлораторное оборудование на сегодняшний день работает. Вода подается из глубинных насосов прямо на хлораторное оборудование. После этого оно обеззараживается. После того, как оно обеззараживается, оно подается населению. То есть для потребления питьевой воды в сельской местности. Закончена в 39 объектах система питьевого водоснабжения в целом. Из них в 11 селах это из республиканского бюджета, в 26 селах из средств международных доноров и 2 проекта это различными фондами были закончены строительные работы. Всего по этой программе до 2026 года новые системы питьевого водоснабжения должны получить 715 сел. Из них с 2020 по 2022 годы питьевую воду провели в 148 населенных пунктах. Финансирование осуществляется как из республиканского бюджета, так и за счет международных доноров. Саимах Мусаев, Эльдар Анарбеков, ЛТР, Чуйская область.